черешні рвати, черешні їсти. Скажи, дівчино, де маю сісти? Черешні рвати, черешні їсти. Скажи, дівчина, де маю сісти? Черешні рвати, черешні їсти. Скажи, дівчино, де маю сісти? Сідай на кіню, а там у сіно, а то не сіно, а п'яне вино. Нехай нам зірка стане за свідка, черешні чорні сночі не видко. Нехай нам зірка стане за свідка, черешні чорні сночі не видко. Нехай нам зірка стане за свідка, черешні чорні сночі не видко. Поки ми їли, скільки хотіли, а зорі білі чомусь тремтіли. Чорні черешні уже відходять, а гордий легінь більше не ходить. Чорні черешні уже відходять, а гордий легінь більше не ходить. Чорні черешні уже відходять, а гордий легінь більше не ходить. Чорні черешні при білій хаті, ходи, дівчино, черешні рвати, черешні рвати, черешні їсти. Скажи, дівчино, де маю сісти? Черешні рвати, черешні їсти. Скажи, дівчино, де маю сісти? Черешні рвати, черешні їсти. Скажи, дівчино, де маю сісти? Селям алейкум! В эфире программа Джангл Студио, программа для людей с музыкой в душе. И сегодня у нас в гостях неоднократный гость нашей программы. Сегодня мы с ним наконец пообщаемся тет-а-тет. Это Архан Агабейли. Селям алейкум! Алейкум ассалам. Как настроение? Отлично. Как самочувствие? Супер. Каким был первый твой музыкальный инструмент? Дарбука. Дарбука. Это, многие его называют дарбука, домбек. В Азербайджане его называют зярб. Это был первый инструмент, на котором я начал играть. Это было тоже очень давно, мне было 12 лет. Почему стал играть на перкуссии? Почему выбрал перкуссию? Да, я много лет играл на барабанах, потому что отучился на джазовой кафедре в Харькове, эстрадного отделения. И я понял, что в один момент, после многих лет игры, что барабанщиков много, да? Перкуссия, я играл на перкуссии, но в основном делал акцент на барабанах. Но я понял, что очень много классных барабанщиков, а я такой, что не буду в стадии, да, я хочу как-то Ты отличать. очень амбициозный, насколько да, я поняла. это, наверное, в крови, или что, да, хочется да. выделяться. И я понял, что надо как-то придумать что-то с перкуссией. И я ушел больше в перкуссию, я познакомился с кахоном. Это очень интересный инструмент, который
на то время мне показалось, что он имеет 2-3 звука, а на самом деле он имеет очень большую палитру. И я начал играть на кахоне. И после этого ознакомления с кахоном именно, потому что до кахона я играл то есть я играл на конгах, дарбуке и всех остальных перкуссиях. Но вот после знакомства с кахоном, грубо говоря, я нашел свой почерк или как-то свое лицо исполнения, вот что-то более важное Мне для кажется, меня, это чем... очень важно для музыканта найти себя в музыке, потому что я вот до сих пор, например, не могу себя найти. Ну да, я то есть понял, что барабаны это хорошо, но вот я опять-таки придумал свою технику с кахоном, придумал свои изобретения, переделал простой кахон на необычный, вы это сможете увидеть на концерте. И после этого я понял, что я хочу развиваться именно в этом, это мое, я здесь себя чувствую хорошо, уверенно, не таким, как все. И так пошло-поехало. Я піду в далекі гори, на широкі полонини, попрошу вітру з ворів, аби він не спав до днини. Перейду я бистрі ріки і безкиди, і діброви, і шляхи. Мені підкажуть карі очі, чорні брови. Мила моя, люба моя, світе ясен світ. Я несу в очах до тебе весь блакитний світ. Я несу любов зажуру, мрію молоду, і самі цвітуть для мене, як до тебе йду. Ла-ла-лей, ла-ла-ла-ла-ла-ла-лей, 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 ла-лей, ла-ла-лей, ла-ла-ла-ла-ла-ла-лей, мила моя, люба моя, світе ясен світ. Я несу в очах до тебе весь блакитний світ. Я несу любов зажуру, мрію молоду, і самі цвітуть для мене, як до тебе йду. Мила моя, люба моя, світе
зажуру мрію молоду і сади цвітуть для мене, як до тебе йду. Кстати, расскажи об этих нововведениях, что именно ты привнес. Я даже слышала, что у тебя покупают эти нововведения твои. Да, это был очень интересный такой момент, когда я понял, что кахон имеет басовый очень хороший звук и звук приближенный к малому барабану. Я понял, что здесь можно как-то сделать, так скажем так, аналог барабанной установки. Я начал думать, как это туда-сюда, и придумал вначале полную замену хай-хета. То есть есть изобретение, которое позволяет давать практически идентичный звук хай-хета. Это две тарелочки, которые пст-пст-пст. Ага. Да. Затем я придумал синтезировать акустический звук и электронный звук. И благодаря этому палитра становится намного богаче, ярче. Вот. Ну, опять-таки, вы сможете увидеть это на картинке, на видео. И это дало как бы такой большую возможность совмещать барабаны с перкуссией. То есть, играя на этом сетапе, потому что это уже не только кахон, а это такой сетап, который позволяет совмещать партию перкуссиониста и барабанной установки в одном, как бы двумя руками и двумя ногами. То есть играет один человек, а звучит и партия и барабанов, и перкуссии. Прям человек-оркестр. Да, я просто соединяю несколько видов техники, пальцевой техники, кистевой, ноги и мышление там немножко по-другому совсем. Не могу раскрыть всех секретов, естественно. Но для этого как бы нужно прийти в школу перкуссии Архана Агабеева. Да, вы можете прийти Информация ко мне в прозвучала школу. на правах рекламы. Да, и там, собственно, мы все расскажем, покажем.
Как ты успеваешь совмещать все? И гастрольную деятельность, и бесконечное участие в каких-то проектах со многими известными звездами. И как ты успеваешь уделить внимание своим ученикам? Ученикам я уделяю 2 часа в неделю, 1 раз в неделю. То есть занятия проходят 1 раз, потому что многие школы проводят очень много дней. А я и ученики мои тоже просили, что давай, допустим, там 2-3 раза в неделю. А я решил только 1 раз в неделю, но очень жестко. То есть много информации, очень плотный урок, плодотворный, но 1 раз в неделю. И за эту неделю, которую они отдыхают, они успевают проработать материал, позаниматься, чтобы перейти на следующий урок уже готовыми. Потому что если делать часто, то, как показывает практика, они не усваивают то, что я им даю, и это как бы выброшенное время на ветер. А в плане графика я просто не считаю, что должны быть выходные, потому что мы занимаемся, слава богу, любимым делом. И музыканты, как бы, мы делаем то, что мы любим, в кайф, в удовольствие играть. Я знаю, что ты трудяга, ты с утра до ночи работаешь, и у тебя нет выходных, Да, выходных нет. каких-то отпусков. Да. То есть так работа, она приносит удовольствие и не Это и требует, жизнь, да. не требует выходных никаких. Да. Потому что Замечательно. работа в кайф, жизнь в кайф, как-то вот так.
С кем ты сотрудничаешь, с кем тебе наиболее комфортно работается? Я сотрудничаю с многими артистами, и также есть проекты авторской музыки. Из артистов это Ирина Билык, Манекен есть такой, вот The Mannequin, Евгений Филатов. Ну, много. Маринита, я с ней играю очень много лет. Марина Захарова, Gypsy Лир. Ну, мне Гера. кажется, ты начинал свою творческую С деятельность. Маринитой мы Мариной начинали, да. Захаровой, Это было в Харькове 12 лет назад. Потом я переехал в Киев, и потом они переехали в Киев, и мы теперь здесь как бы творим. Вот с Геной мы играем тоже уже лет, наверное, 5. Ну, много проектов. Есть проекты, которые там раз в полгода с ними выступаем или ездим. А есть вот столкновение интересов, например, когда творческие личности, они же все амбициозные очень, и, например, в работе, в процессе работы вот что-то кого-то не устраивает, и вот бывало у тебя такое, что ты просто разворачивался и уходил? Не перепомню такого. Вроде всегда было все хорошо.
Я тебе желаю удачи сегодня на концерте. Сегодня, дорогие друзья, продолжение концерта Gypsy Lyre. У нас был в гостях Архан Ага Бейли, а с вами была программа Jungle Studio.